Бадахшанские активисты в тюрьме. Диктаторы одобрили бойню в Нукусе. Рахмон озабочен расточительством. Таджикский режим продолжает репрессии в отношении жителей Гбао. Суд города Хорога приговорил местного поэта и видеооператора Муяссара Садуншоева к 11 годам колонии за сотрудничество с группой активистов «Комиссия 44». Об этом сообщает Азади. Ему было предъявлено обвинение по статье 305 УК РТ «Государственная измена». Во время судебного процесса было сказано, что Муяссар занимался видеосъемкой и размещением в интернете заседаний комиссии 44, рассказал один из близких осужденного. Приговор 28-летнему Муяссару Садуншоеву был вынесен 24 июня. Напомним, комиссия 44 была создана в Хороге во время ноябрьских событий 2021 года из числа активистов гражданского общества Гбао. Ранее в Душанбе к 18 годам лишения свободы были приговорены 64-летний Шафталу Бекдавлатов и 58-летний Худжамри Пирмамадов, активисты и участники общественной комиссии 44. Более 10 активистов, задержанных в связи с событиями в Гбао, содержатся ныне под стражей в Душанбе. Среди них юрист Фарамус Иргашев, Хурсант Мамадшоев, Музаффар Мубаракшоев, Бахтовар Бахтиеров, глава Ассоциации юристов Памира и член коалиции гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане Манучехр Халикназаров, а также правозащитница Ульфатханим Мамадшоева. Стали основными виновниками всех бед и трагедий. По сообщению пресс-службы президента Узбекистана, Владимир Путин поддержал решительные меры, предпринятые узбекским правительством для стабилизации ситуации в Каракалпакстане. Это произошло во время телефонного разговора между Шавкатом Мирзиёевым и его российским коллегой Владимиром Путиным, который состоялся 5 июля. Ранее, 4 июля, президент Узбекистана провел телефонную беседу с главами Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана. Все они выразили полную поддержку решительным действиям узбекских властей в обеспечении стабильности в стране. Об этом сообщается на сайте президента Узбекистана. Туркменистан также поддержал действия узбекского режима. 5 июля туркменский МИД опубликовал соответствующее сообщение. Туркменская сторона поддерживает своевременные и решительные действия руководства Узбекистана по защите конституционного строя и правопорядка в стране, безопасности и спокойствия жителей. В ходе подавления протестов, начавшихся в Каракалпакстане в связи с внесением изменений в Конституцию Узбекистана, предусматривающих в том числе и лишение суверенного статуса Каракалпакстана, лишь по официальным данным погибли 18 человек, 4 сотрудника силовых структур и 14 мирных жителей. Более 250 получили ранения, более 500 задержаны. Часть задержанных вывезены за пределы Каракалпакстана в другие области Узбекистана. По мнению правозащитников, реальное количество жертв может быть больше. Толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих. Напомним, что аналогичным же образом были подавлены протесты в начале года на юге Казахстана и в мае в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своей поздравительной речи по случаю Иди Курбон призвал жителей страны воздержаться от расточительства и показухи, а вместо этого совершать добрые дела и помогать нуждающимся, сообщает пресс-служба президента. Уверен, что в дни празднования Иди Курбон этой традиции взаимной поддержки, терпимости, щедрости и милосердия наши соотечественники вместо ненужных трат будут совершать добрые дела, чтобы помочь нуждающимся, сиротам и инвалидам, поддерживая малообеспеченные семьи и благоустраивая родину, сказал он. Примечательно, что в канун исламских праздников, вот уже на протяжении нескольких лет, Эмомали Рахмон призывает к воздержанию от расточительства и показухи, в то время как режим с размахом отмечает такие неисламские праздники, как Навруз, Сада, Мехргон, а также праздники тыквы, дыни, меда и тому подобное. Кроме этого, каждый визит глав зарубежных государств сопровождается невероятным расточительством и показухой. Например, в последний визит в Таджикистан президента России Путина по местным телеканалам показывали изобилие и разнообразие блюд, фруктов и напитков.